Всем креативного настроения! Вы смотрите «Зеркальце». Если вы превращаете в произведение искусства все, что упадет на глаз, значит, вы включили телевизор вовремя. Меня зовут Камила. А я Юля, и мы, как всегда, полны идей и приготовили для вас много интересного. Сегодня мы сделаем оригинальную картину из кофейных зерен. Все знают, что из кофейных зерен получается замечательный напиток, но не очень многие знают, что их также можно использовать в качестве материала для всевозможных поделок. В одном из прошлых выпусков мы уже использовали кофейные зерна. Да, мы сделали вот такую вот штучку для цветочного горшка. А еще из кофе можно даже выложить целую картину. И поверьте, она не только украсит вашу комнату, но и наполнит ее изумительным кофейным ароматом. Лично мою комнату уже украшают две оригинальные поделки. Здорово! Предлагаю вам сделать картину из кофейных зерен своими руками. Итак, что нам понадобится? Для этого нам нужно клей, зерна, ножницы, ткань, поролон и красивая рамочка. С чего начать? Мы берем поролон и вырезаем из него чашку. Рамка у нас большая, поэтому и чашка будет объемной. Похоже? Да. Теперь выравниваем края, чтобы сгибы были плавными. Вот, готово. Теперь убираем все ненужное и разбираем нашу рамку. Наш картон мы задекорируем тканью. Вот такая у нас замечательная, красивая, золотистая ткань. А под нее мы положим наш поролон. А теперь берем клей и все приклеиваем. Пистолетом работаем аккуратно. Клей очень горячий. Теперь картон оборачиваем тканью. Переворачиваем. И все фиксируем. Объем 3D готов. Отрезаем все лишнее сзади. Когда клей хорошо подсохнет, можно начинать обклеивать нашу кофейную чашку зернами. Девочки, напоминаем, что с клеем надо работать очень аккуратно. Не стесняйтесь попросить кого-нибудь из взрослых помочь вам. У нас работа кипит, а вы пока послушайте историю кофе. История кофе так же темна, как и его цвет, и так же загадочна, как и его аромат. Интересно, что кофейные деревья были открыты в Африке, зато сейчас кофе выращивают в основном в Южной Америке. Искусство обращения с кофе у эфиопов переняли арабы, а у арабов – турки. В Европе кофе распространился в XVIII веке. В России кофе появился позже, чем в Европе. Следует поблагодарить Петра I, который, побывав в Голландии, привез кофейные зерна и на нашу родину. Сейчас география употребления кофе невероятно широка. Его пьют во всем мире, за исключением Китая и Индии, где предпочтение отдается чаю. Традиция употребления кофе в различных странах имеет свои особенности. Например, в Греции его принято не допивать до конца, оставляя на дне чашки густую гущу. А еще на кофейной гуще можно гадать. Моя юная помощница, прошу, не отвлекайся.
Девчонки, осталось совсем чуть-чуть. Но давайте не будем терять времени и узнаем секреты причесок. Все, Камил, готово. Вот такой шедевр у нас получился. Девочки, слабо повторить. Картины из кофейных зерен просто великолепное сочетание красоты, творческого полета и необыкновенного аромата. Такие картины необычны и достаточно долговечны, а также они являются эксклюзивным предметом декора, так как делаются по своему вкусу своими же руками. А также из зерен кофе можно сделать кофейные деревья, свечи, валентинки и мыло. Этот список можно продолжать бесконечно. Ну что, остался последний штрих? Поставить рамку? Да, берем наше полотно и помещаем его в рамку. И закрепляем. Без горстки кофейных зерен не так-то просто выбрать духи или туалетную воду. Если сразу перенюхать много запахов, они смешаются, и настоящего аромата среди них уже не уловить. После каждой пробы духов лучше вдохнуть запах зерен кофе. Вот зачем в парфюмерных магазинах они стоят на полках рядом с флаконами духов. Другие достоинства кофейного запаха: он дарит заряд энергии и увеличивает скорость мысли. Сегодня мы получили незаменимые советы и сделали вот такую креативную картину из кофейных зерен. Узнали много нового и научились делать модную прическу. Девочки, надеюсь, что вам понравилось. А если что-то не успели записать, всегда можно посмотреть наши передачи на сайте нашего канала. Наше время подошло к концу, а ваше только начинается. До новых встреч! Увидимся в зеркальце! Пока!